поздравить всех нас, поздравить нашу страну с тем, что в этом году 20 лет, как Таджикистан является членом Конвенции против пыток. И это достаточно серьезный шаг, потому что этот шаг наша страна сделала тогда, когда шла гражданская война. Тогда, когда, по сути, шел вопрос о человеческих жизнях и о человеческом выживании. Несмотря на это, страна понимала важность этого направления и важность этого документа, и, исходя из этого, ратифицировала конвенцию в 1994 году. И в 1995 году конвенция для Таджикистана вступила в силу. С этого момента Таджикистан объявил решительную борьбу с пытками в республике. И справедливости ради можно сказать о том, что очень много было сделано, особенно за последние 5 лет. Мы были одной из первых стран, которая включила статью пытки в Уголовный кодекс именно в том виде, в котором оно записано, закреплено в Конвенции против пыток. Мы были одной из первых стран, где были решения судебные о компенсациях жертвам пыток. Пусть они были на этот момент небольшими, и они не соответствуют тому, что пережили семьи этих людей, чьи родные погибли в результате жестокого обращения. Но это тоже еще одно направление, которое показывает о том, что государство не стоит на месте, и государство принимает определенные усилия в этом направлении. Мы были одной из тех стран, которые приняли всеобъемлющий план действий по борьбе с пытками в Таджикистане по результатам рекомендаций органов ООН. В то же время мы здесь, потому что эта проблема еще не решена. Мы здесь, потому что эта проблема, она достаточно актуальна. Мы здесь, потому что до сих пор есть жертвы пыток, есть и родственники этих жертв, которые просят, требуют о справедливости. Мы здесь, потому что есть очень много уголовных дел, которые не могут получить свое окончательное решение и не были поставлены точки под этими делами. И люди в течение многих лет, более 5 лет, все еще верят в справедливость и надеются на то, что те лица, которые виновны в применении пыток и жестокого обращения, они понесут наказание. Мы рады, что мы одна из тех стран, которые сразу после того, как ввели статью о пытках, возбудили первые уголовные дела по этой статье и были реальные наказания. И мы помним это дело в отношении несовершеннолетнего Кушвахта, которое очень громкое, как его называют, юванское дело, где человек, применивший пытки, получил реальное наказание. Прошло чуть более 2 лет, и человек попал под амнистию. И это тоже одно из направлений, с которым нужно бороться государству. Потому что лица, которые обвиняются в применении пыток, они не должны получать мягкие наказания. Потому что пытки – это абсолютно, свобода от пыток – это абсолютное право человека, и лица, виновные в применении пыток, должны нести наказание за совершение особо тяжких преступлений. И в этом смысле государству предстоит очень много сделать. И первый шаг, который нужно было сделать и было сделано, это признать, что пытки – это проблема для страны. Пытки – это проблема не только для нашей страны, это проблема для всех стран Центральной Азии. И мы можем хвалиться какими-то действиями, но и в то же время нам должно быть стыдно за то, что это явление все еще существует и присутствует в нашем обществе. Сегодня Международный день защиты жертв пыток или памяти жертв пыток. И я хотела бы всех нас вспомнить и подумать о тех людях, которые стали жертвами произвола. Тех людях, которые, по сути, попав в органы государственной власти, задачей которой является осуществление правосудия, допустили применение жестокого обращения и в некоторых случаях со смертельным исходом.